культурологического общества. Это Общественная палата Российской Федерации, Московский государственный институт культуры, философский факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, Российский государственный гуманитарный университет, Государственный институт искусствознания, Московский государственный университет геодезии и картографии, Московский государственный университет технологий и управления имени Разумовского и Государственный центральный музей современной истории России. Спасибо за поддержку, спасибо за прогресс. У нас было по объему, поскольку по предыдущим конгрессам мы знаем, что текст 10-15 страниц практически никто из тех, кому мы посылаем, не изучает до конца. Слишком короткая резолюция не может в полной мере отразить хотя бы основную нашу проблематику. Поэтому мы определили примерный отчет 4-5 уже написано страниц 14 века. Шестой Российский культурологический конгресс международного участия прошел с 30 октября по 1 ноября 2024 года. Проведен в Москве на базе Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия. Почётов и для Министерства культуры Российской Федерации, партнерство и взаимодействие с рядом научно-исследовательских, научно-образовательных и просветительских организаций нашей страны. Секция номер 1 содержала изначально 21 доклад, фактически состоялось из них 14. Работали мы в течение всего дня, как предусмотрено было программой. Изрядную часть нашего времени заняло обсуждение послушных докладов. Если кратко резюмировать содержание, главные направления обсуждений я бы свел их к 5. С точки зрения теории культуры исследовались вопросы специфики культурно-цивилизационных типов, далее культурной идентичности в современной социокультурной ситуации, далее уточнялось содержание дихотомии Запад России, применительно к истории, далее рассматривались вопросы о границах гуманитарных и естественно-научных методов при анализе истории культуры и, наконец, затрагивались вопросы трансформации системы ценностей в современной культуре. Если резюмировать и эти 5 направлений по итогам обсуждения, я бы такой вывод сделал. Нередко замечу, многие из нас сталкивались с такой ситуацией. Современных российских интеллектуалов упрекают в том, что они рассуждают в рамках различных дисциплин таким образом, как если бы в последние годы в мире вообще ничего не происходило и ничего не изменилось. Должен заметить, что вот этот упрек, судя по работе первой, а также других секций, примитивно к нашему культурологическому сообществу выглядит совершенно несостоятельно. Одно организационное замечание, предложение, скорее, выработано в отношении будущего и последующих конгрессов, добавить к имеющимся в 20 секциям еще одну, касающуюся, затрагивающую исследования истории культурологических концепций. На нашей секции все проблемы пересекались с проблематикой других секций. Поэтому мы с интересом путешествовали по нашему сборнику, цитировали, обращались. И благодарю вас за то, что мы имели возможность в таких шикарных условиях провести секцию. Это зал заседаний Ученого совета в Российском государственном гуманитарном университете. И условия, и работа была очень интересная. И я считаю, что историческая культурология, эта секция должна быть продолжена, расширена. Мы попали в довольно сложную ситуацию. Ситуацию наше название секции должно вообще совпадать просто со всем названием нашего конгресса. Потому что это не наши были претензии, это мы так решили, и программный комитет решил сконцентрировать и в одной из секций все теоретические аспекты, но не вводить их в область теории, а предложить посмотреть их и с точки зрения практики тоже. Собственно говоря, на мой взгляд, пожалуйста, дальше, это и удалось. Удалось потому, что мы собрали в Академии, и Академии президентской прежде всего огромное спасибо. Программный комитет и организационный обращался к руководству Академии, и Академия выделила в центре города большой зал, и это позволило нам собрать огромное количество культурологов. Не преувеличиваю, около 100 человек приняли участие в работе секции.
всегда очень много значит то место и та организационная работа, которая проводится по привлечению прежде всего молодежи. Пожалуйста, дальше. Руководителями и модераторами секторов секции выступили 3 человека. И, может быть, в этом как раз заключается та особенность, которая привлекла внимание секции. 5 развернутых материалов и постоянных напоминаний об участии в Конгрессе. Мне кажется, вот такая работа должна привести к тому, что мы вернемся к тем цифрам, которые у нас были когда-то на более ранних конгрессах. Мы не за цифрами гонимся, а за созданием определенной традиции в преемственности поколений. Основная задача, дальше, пожалуйста, основная задача как раз и заключалась у нас в том, чтобы дать слово молодым участникам, аспирантам, магистрантам и рядом с большими, скажем, маститыми профессорами, такими как Игорь Владимирович Кондаков, Маргарита Вениаминовна Силантьева и многие другие, именно им почувствовалась вчера большая их ответственность за судьбу культурологии. Как вы видите по цифрам, количество докладов 22. Докладов заявлено около 30. Мы поправили программу и передадим в Конституционный комитет новый вариант программы, потому что, в общем-то, ситуация немножко усложнилась тем, что пришлось программному комитету переносить участников из одной секции в другую, и так как они все были предупреждены, то вчера была небольшая суета. Но это нормальная творческая суета в научных коллективах, которые хотят выступить перед определенной аудиторией. Они пронизывают вообще саму тему культурной идентичности. И, естественно, и вопросы культурного наследия в нашей культурологии, они одни из центральных. И это вполне заслуженно. Все школы культурологические, о которых мы знаем, они отталкивались от идей, концептуальных идей прошлого, традиций и переходили сегодня в современную жизнь. И, соответственно, мы говорим о средствах репрезентации культурной идентичности, которые отражают историко-культурную динамику, дальше, пожалуйста, обеспечивая межпоколенную связь. Конгресс отмечает важную роль категории идентичность культуры и военно-политический суверенитет. Вы обратили внимание, что эта тема была отдельно зафиксирована во многих выступлениях, в том числе и на пленарном заседании. Мне кажется, это вполне, нашей секции это кажется вполне достоверным, обеспеченным сегодня определенным контентом эмпирическим, но еще не проработанным с точки зрения теории. Поэтому если идентичность российской культуры есть результат сложного взаимодействия отечественного исторического наследия и достижений других регионов, в составе которой каждый компонент достоин осмысления и сохранения, то суверенитет есть гарантия безопасности российской культуры и общества, а также инструмент отстаивания собственных интересов в ходе взаимодействия с иными политическими контекстами. И на этом наши предложения. Владимир Владимирович передать нашу газету «Донецкий кряж» и показать, вот как 2 года восстановления справедливости. Здесь президент, здесь главы новых регионов, ново-старых регионов, мы так это называем. Вот. И сказать о том, что Донбасс всегда был русским и советским, по сути дела. В этой публикации, да, 10 лет мы сражаемся за свою идентичность и на полях СВО и на культурном фронте. Так вот, Донецкий республиканский художественный музей в этом году отметил свое 85-летие. У истоков стоял Исаак Бродский, который из Донбасса молодых ребят взял в академию в Санкт-Петербург, Ленинград тогда, прошу прощения, и обучив, отправил назад в Донбасс. И, собственно, становление той художественной школы, которая в Донбассе есть. А я представляю Донецкое региональное отделение Союза художников Российской Федерации, кроме всего прочего, и музей, который действует. Вот. Но это наше наследие. И Ольга Николаевна замечательную вещь сказала, что культурная память — это, пожалуй, сегодня самое главное, в том числе для нас. А Ян Асман показал в своей работе о культурной памяти, что культурная память конституирует политическую идентичность. И Донбасс 1 марта 2014 года восстал, это восстание, понимаете, верить в то, что мы с вами видим вот эту новую реальность. Итак, секция «Культурная составляющая национальной безопасности» и культурологические аспекты защиты Отечества.
Моими сомодераторами были Сергей Григорьевич Волобуев и Елена Николаевна Савельева. Проблемы культурной идентичности, ее концептуализации и так далее. Мы предлагаем все-таки сформировать культурный канон современной России. На этом пути уже делает определенные шаги Сборский клуб Александр Ильич Проханов, мы с вами знаем, Виталий Владимирович Ильянов и так далее. Ну вот с точки зрения академического сообщества, да, здесь нужны определенные шаги. И еще одно предложение, которое мы выносим, хотя здесь пальма первенства принадлежит Геннадию Владимировичу Врачу и Южному федеральному университету, еще в учебнике нового поколения, учебнике культурологии. Он просто необходим. В том числе для новых территорий, я надеюсь, что Донбассом специальная военная операция не завершится, да, поэтому этот учебник, но тоже как бы определенный прицел для Харьковщины, Днепропетровщины и других русских территорий Одесской области и так далее, просто будет необходим. Далее отмечалось, что имеет место недостаточность государственной культурной политики на уровне региона. Докладчик из Екатеринбурга говорил о том, что несмотря на огромнейшее, так сказать, культурное наследие Бажова и не только, да, оно не востребовано. Волонтеры, они тоже принимали живое участие. И мы рады тому, что молодежь действительно она интегрирована в эту сферу в данном случае очень интересных научных дискуссий, диалогов. И тот консенсус, который состоялся в рамках работы секции, вполне, так сказать, был разделяем нашими молодыми и аспирантами, и студентами. Культурного наследия вокруг традиционных духовных нравственных ценностей российского общества, заложенных в ее историко-культурном богатстве и территориальном своеобразии, что, несомненно, требует внесения коррективов в региональные комплексные программы и механизмы в части систематического выявления в объект культурного наследия, популяризацию и укрепления этих духовных взаимосвязей, опираясь на конкретику регионов и сам процесс культурного наследования. Это будет способствовать развитию межкультурной коммуникации и цивилизованного единства России. И в целях усиления роли культурной идентичности в контексте культурного наследия российской цивилизации, в целях послания президента России Федеральному собранию, наша секция считает необходимым и целесообразным проводить комплексный анализ современных форм и методов использования объектов культурного наследия, включая изучение лучших региональных практик и хозяйствования и социокультурного освоения. Программы нести русский код в Африку через, так сказать, преподавание русского языка, русской культуры. Так вот, африканцы смотрят на русских и Россию достаточно традиционно для иностранцев и, я бы сказала, даже тривиально, потому что Россия ассоциируется с ресурсами, первое, второе, с государством, третье, русский язык, культура, далее снег. А русские, как бы, это люди с большой силой воли, упорством, придерживающиеся семейных ценностей и христиане. Конкретное предложение о дальнейшем развитии имеющегося регионального позитивного опыта в данной сфере. В других регионах, в мероприятиях федеральной государственной культурной политики, политики исторического просвещения. Высокая востребованность кинокультурологии как области гуманитарного знания, исследующего кинологос, то есть речь киногероев, тексты произведений кино. Прозвучало предложение рассматривать кинокультурологию как некий сущность объединенной творческой памяти, благодаря чему искусство кино становится посредником понимания глубинных структур бытия. Была подчеркнута необходимость изучения семиотических аспектов кино с точки зрения трансляции традиционных российских ценностей в российском киноискусстве, что является важной государственной задачей.
Была подчеркнута необходимость актуализации культурного наследия средствами зрелищной культуры путем соотнесения механизмов трансформации и функционирования традиционных ценностей с ключевыми задачами культурной политики, включая задачи обеспечения культурного суверенитета. То, что я назвал бы переводом с языка современной науки на язык официального документа. И вот, сталкиваясь с официальными документами, которые не вполне учитывают достижения современной науки, конечно, вот иной раз обхохочешься. Вот я так говорю. Поэтому для работы нашей секции, на самом деле, она была как бы выделена как отдельная, но для нашей работы одинаково ценная материалы всех секций, откуда можно почерпнуть самые прикладные материалы для именно государственной культурной политики. Сегодня в ручах и президента, и в документах стратегического планирования, в федеральных законах все больше учитывается, интегрируются именно те наработки, заслуга которых это именно современная культурология. Такие понятия, как общероссийская гражданская идентичность, культурная цивилизационная идентичность, культурный суверенитет, Россия как государственная цивилизация и другие, современное понимание, ценностное понимание культуры. Ведь это все основано на той работе, которую культурологи вели за последние 30 лет. Я очень рад, что сегодня эти наработки, в том числе и присутствующих здесь в зале ученых, находят отражение в практической государственной политике. В СССР культурная политика была на высочайшем уровне, о котором мы сегодня можем только мечтать. Не все практики советские, конечно, приемлемы, опять же, в силу специфики СССР, но их необходимо изучать, и там, поверьте, есть много полезного именно для прикладной политики нашего государства. Естественно, с учетом изменившейся специфики нашего общества. Она дала много открытий, очень интересных. Из 15 заявленных докладов прозвучали только 8. При этом, что меня удивило, были коллеги, которых я видел на пленарном заседании, но которые не пришли на секцию. Видимо, все-таки зря они взяли востоковедные темы, видимо, не хотели слушать эти проблемы. Что бы я хотел сказать? У нас произошло примерно 2 больших блока докладов на нашей секции. Первые были посвящены проблемам культуры и проблемам взаимодействия России и ее присутствия на Ближнем Востоке. Это был большой блок докладов, который, так сказать, наш руководитель секции Любимов Юрий Васильевич, который модерировал секцию, отметил, и по этому поводу выступали серьезные специалисты: Аксенова Галина Владимировна, Бутова Рита Борисовна и другие. При этом я хотел бы обратить внимание, что были задействованы вопросы не только, собственно, так сказать, вопросов культуры, но и том, как Россия способствовала созданию интеллектуальной художественной, так сказать, элиты Ближнего Востока благодаря своей деятельности в XIX и XX веке. Также здесь другой блок докладов, связанный например, с Якутией, взаимодействие культуры якутского народа, России, русского народа, извините. И здесь было, так сказать, проведена очень интересный анализ взаимовлияний, и здесь я хотел бы поблагодарить докладчиков. Также обсуждались вопросы, связанные с современными вызовами идентичности представителей эгалитарных культур. Этот доклад вызвал особый интерес, он был связан с анализом культур очень малочисленных народов Африки и Азии. И вот вы знаете, так совпало. Наверное, у нас была удивительная вещь. У нас все время количество людей на секции прибавлялось. То ли из других секций приходили, то ли, так сказать, приходили из других мест. Вот. В результате начали мы достаточно скромно, закончили почти была полностью Тургеневская, значит, Тургеневский зал был полностью занят.
Ну и был очень такой серьезный доклад Сарабьева Алексея Викторовича из Института востоковедения, связанный с изучением локальных религиозных культур Востока. И вообще проблематика религиозной культуры, она была очень важна и вызвала тоже большую дискуссию. То, что было людей не столько, сколько заявлено, оно на самом деле было, может быть, и хорошо, потому что мы никого не ограничивали временем, и после каждого выступления было очень подробное обсуждение всевозможных, задавались вопросы, обязательно надо продолжить в следующих конгрессах проведение таких секций, связанных с культурой Востока и с культурой восприятия Востока России, потому что мы обсуждали, например, такой феномен, что в Индии не знают культуру России. Вот, и, так сказать, причем на примере Рериха. Вот, и, значит, обсуждались вопросы восприятия Востока в России и восприятия нашего Востока, скажем, в европейской части России. Вот эти все вопросы тоже были очень серьезно обсуждены, и вот пришли к выводу, что надо продолжить эту работу. Тут наследие сделать площадку для обсуждения проблемы Востока, культуры Востока в России и за рубежом. Спасибо за внимание. Ну, он считает, что проблема культурной идентичности является составной частью не только образовательного процесса, но и социокультурных исследований. Формирование гражданской идентичности там связано с выделением культурных аспектов многонациональных обществ стран Северной Америки. И мне очень понравилось, он развернул очень интересную картину эволюции культурной идентичности от 60-х годов до настоящего времени, культуры отмены. Оказывается, она формировалась у недр Северной Америки, и этот процесс был очень интересным. Культура отмены по-американски, отрицание признанных авторитетов отцов, основателей Соединенных Штатов Америки. Сейчас, как вы знаете, памятники тоже разрушают. Это, конечно, деформация исторической памяти и, конечно, особое отношение к чернокожим американцам, которые тоже хотят жить в режиме того, что было у нас в 90-е и в начале нашего века, нашего тысячелетия. Вы знаете, вот на уровне Степин, там Маркаряна, очень нет работы. У нас вообще постоянно угасала рациональность в наших научных исследованиях. Очень много прикладных проблем, тоже влияние американского прагматизма. Ориентированность сейчас очень культивируется. Но я думаю, в меру нужна и практика ориентированности. Все-таки нет ничего лучше хорошей теории. У нас теория, повторяю, неблагополучна. И нам нужно обратить внимание на развитие теоретической культурологии. Я знаю, что Институт наследия делает очень много, просто блестящих по культурному наследию. Но на самом деле не хватает культурологической теории. И, конечно, маленький штат Института наследия не может обеспечивать такую гигантскую задачу. Все же говорили о том, что статус культурологии, значимость повышается. Это значит, что у нас должна быть целая сеть, новая сеть культурологических научно-исследовательских институтов, которая бы бралась за самые актуальные проблемы. Общие, региональные, национальные. У нас их очень много. И я думаю, что нужно в повестку дня, вот в постановлении, в резолюцию включить вот это предложение, расширить сеть национально-исследовательских центров по направлению теоретической культурологии. Кто бы знал, что если постановление не начали пересматриваться учебники, но нельзя же делать все в пожарном порядке, коллеги. Это же серьезнейшая работа, переоценка всего, что в культуре России написано. А что касается еще один момент народов России,
Есть, культурологи мало что пишут в базовых учебниках о народах России. А вот историки пишут, я об этом вчера говорила, все народы эпоха древности и средневековья представлены как дикие орды. Все народы, я уже не первый раз об этом говорю. Орды сарматов, орды скифов, орды казак, орды кочевников, и так далее. А то, что на территории Русской Евразии, Российской Евразии и Центральной Азии нашей происходили гигантские миграции, формировались огромные империи, суперэтносами, что это были великие цивилизации, завоевывающие полмира, от Дуная до восхода солнца, до Персидского залива, огромные империи, у нас колоссальное имперское культурное наследие, а мы это совершенно в учебниках не отражаем. И поэтому неудивительно, что некоторые субъекты современного российского государства очень обижаются. Они не представлены как субъекты истории в базовых учебниках по истории. И культурологи об этом не говорят. Хотя мы все знаем, что в конкретных регионах много пишут интересных работ по своим регионам и народам. Но их не учитывают. Вот что любопытно, что у нас нет в общих версиях. Это положение дел сегодня надо менять. Тогда якуты не будут обижаться, что за 300 лет это было не только позитивная сторона от российского государства. Они ведь очень обижаются. Но их не только якуты. Об этом стоит поговорить с теми, кто пишет книги по истории своих народов, своих регионов. Это очень серьезная проблема. Я перебрала время, мне не вот раз. Последнее, что я скажу. У нас нет концепции культурологии образования. А она нужна сегодня от начальной школы, даже от детского сада. Мы вчера говорили об этом тоже вчера. Простите, я говорила об этом тоже вчера. У нас даже в детском саду формируется, неважно, мягко говоря, отношение к другим народам, которые приезжают в Москву, Петербург. И в детском саду могут сказать, что вот это наши славяне, а те остальные все не наши. И хотя показывают кукол в разных нарядах, но тут же формируются отношения нехорошие к другим народам. Поэтому, наверное, и правда разговор о главном уместен даже в начальной школе. И нам надо посмотреть, пересмотреть книжки «Окружающий мир» для начальной школы. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, «Окружающий мир» и куда вводят ребенка. Вы знаете, ни одного слова о культуре. То, что ребенок входит в мир культуры, начиная с того, что он учится ходить на 2 ногах и так далее, осваивает речь, нет. И все построение хаотичное. Это то самое клиповое сознание, о котором мы с вами часто говорим. Оно формируется от начальной школы и через эти книги. Отдельные сюжеты там прекрасно расписаны, но целостного восприятия того, что ребенок входит в мир культуры, нет, нам на это тоже надо обратить внимание. Спасибо, извините, что это Знания, в которых очень многие подходы будут актуализированы, именно будет определено по наследию западничества, которое есть в текущей версии этих учебников. Но вот там будет не на то, что нас разъединяет, не на ценности к нам приезжающих к нам народов, а то, что нас объединяет, на традиционно российские ценности основы нашего общества. Так что в скором времени вы сможете это прочитать. Российских регионов и, в частности, Сибирского федерального округа. Было также обращено внимание и обсуждалось о том, что возникают новые технологии трансляции и интерпретации исторической памяти благодаря развитию цифровизации и появлению искусственного интеллекта. И эти возможности имеют большой потенциал для эффективного применения в сфере сохранения и использования культурно-исторических ценностей и этнокультурного разнообразия российских регионов. После обсуждения докладов и сообщений участники секции пришли к таким заключениям единодушно
о том, что необходимо и целесообразно в дальнейшем продолжить изучение культурных ландшафтов России в направлении формирования целостного взгляда на проблематику культурного ландшафта и выработку критериев для оценки компонентов культурного ландшафта с учетом этнокультурных особенностей регионов. Расширять и разнообразить крупномасштабную картографическую продукцию с отображением на картах и схемах объектов историко-культурного значения на местности, в том числе как неотъемлемой части туристских путеводителей и учебных программ в школах, а также в средних, специальных и высших учебных заведениях. Продолжить работу по формированию базы данных геолокации для последующего научно обоснованного использования при проведении землеустроительных работ и определения. Ну, сколько у нас было на секции человек? 26 человек. Ну, наверное, мы впереди планеты всей, получается, да, а может, у кого-то больше. Вот, чем у нас. Так что по количеству у нас все в порядке, правда, не все прибыли, и при этом не предупредили, ведь это тоже к культуре относится. Даже не предупредили, что они приедут. Вот. Мы рассчитывали. Да. Так что по количеству вроде бы у нас хорошо, а вот по качеству у меня будет самокритика. Да. Но я начну с благодарности вот директористов. Это тоже ведь очень важный пласт, древний пласт культуры. И без этого тоже нельзя решать какие-то вопросы, связанные с культурологией. Вдруг неожиданно у нас 2 доклада о танце. Я сначала растерялся, что какое отношение это имеет к культурологии. Это где-то в других местах, в других секциях надо обсуждать. И вдруг дискуссия. Вот действительно ведь в гуманитарных науках происходит перформативный, так сказать, поворот. Это обсуждается и зарубежные науки тоже. А что это такое? Это попытка вернуть архаику, возродить архаику, ритуалы, обряды, праздничную культуру, о которой тут вот кто-то сказал. Действительно, всякие игровые акции, это все культура как перформанс, это особое видение культуры. И что же, мы без фольклористов и этнологов, и этнографов можем обойтись? Нет, их не было. И вот нам не хватало. Понимаете, дискуссия завязалась о том, что вот в науке это происходит, как бы, возвращение к архаике. Она возвращается, ну а как ее вносить на массу? Она же воспринимается только в обработанном виде, в обработанном в духе массовой культуры. Это должно быть в эстрадных развлекательных формах. Значит, что? Мы должны идти на поводу массовой культуры? Как? Вот как решать проблему? Нужны были специалисты. Вот надо готовиться, надо готовить эти секции, проблематики этой секции. Когда я открыл программу нашей секции, я растерялся, потому что туда положили все, что касается искусства. И я понял, что нужно делать вводный доклад, что такое культурология искусства. Много лет тому назад мне позвонил профессор Кривцун, который занимается эстетикой, ушел в жизнь недавно, и он меня спросил: как вы думаете, мы можем употреблять слово культурология искусства? Я, не задумываясь, сказал: конечно, если мы употребляем социологию искусства, психологию искусства, семиотика, а почему бы и нет? Раз есть наука культурология, значит мы можем. И вот выяснилось, и я предупредил, кстати, в своем вводном слове, вот вы будете, конечно, об искусстве говорить, о разных там явлениях в искусстве, но, пожалуйста, заострите вопрос, почему вы рассматриваете это в культурологическом аспекте. Оказалось, это проблема.
Да, и Володарна. И прекрасно, прекрасный доклад. Между прочим, у них такая вспышка кинематографа, у них возрождение, не возрождение, а совершенно новое явление. Она нам показала, нужна среда для этого, и каких традиций, другие виды искусства. И как-то это последовательно, логично возникло и то, что возникло в кино. Мы довольны. И когда прощались с нами участники, они тоже заявили о том, что все это интересно и им это важно. Спасибо. Повороты, и, может быть, в следующий раз есть смысл расширить этот спектр до каких-то других форм освоения современного мира. Но, тем не менее, все благодарят организаторов. Молодежь, так же, как и Николаевна, готова дальше быть культурологами, бакалавры готовы стать магистрами, магистры-аспирантами. Так что нам удалось не только подискутировать, но и привлечь молодых к нашим культурологическим исследованиям. Участниками секции выделены как важнейшие методологические подходы аксиологические и системные. Аксиологический подход исходит из важности традиционных российских ценностей, а системный учитывает взаимосвязь разных областей повседневной жизни, как то быт, коммуникативные отношения, убеждения людей, современные медиа. Второе. Мы считаем, что в решении важно записать, рекомендовать Институту культурного наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева проводить силами профессионального сообщества, прежде всего Российского культурологического общества, при поддержке государственного финансирования регулярную мировоззренческую работу в соцсетях для формирования у населения целостных представлений о гуманистических ценностях, свойственных российскому менталитету. Третье. Рекомендовать властным структурам расширить грантовые программы для поддержки молодежных гуманитарных исследований с целью изучения ценностей современной российской и зарубежной культуры в их сравнительном дискурсе. Оказывается не чем-то, что в телефонах и везде, чего можно избежать, что это нечто дополненное. Напротив, современные исследования, особенно искусственного интеллекта, показывают, что это культура, которая является нашей природой. Да? Здесь мы возвращаемся к Аристотелю, но не в этом, это часть доклада моего, в частности. И современные исследования показывают, что мы не можем от этого никуда уйти, и мы должны к этому адаптироваться. Соответственно, прикладная часть данных исследований – это часть, которая должна быть качественно, подробно, постоянно исследуема. В частности, вот доклад был посвящен большим данным, и оказалось, что разные большие системы искусственного интеллекта, или нейросети, Кичат или Гигачат от Сбера, показывают разные картины будущего, разные картины настоящего и разные картины прошлого. И, соответственно, те, кто запрашивают эти сети о каких-либо ответах, получают ответы, и даже если эти ответы не соответствуют тому, чему учили этих людей, особенно молодых, им свойственно верить тому, что говорит эта большая сеть. И это действительно большая проблема, поскольку заключается она в том, что важно, чем кормят, я скажу сленгом, чем кормят эти сети, на чем они учатся. А учатся они на массовом продукте, то есть СМИ. И в настоящей ситуации, в которой мы находимся, о которой много говорилось на пленарном заседании, непонятно, кто кого чему учит. И эта проблема крайне серьезная. Мы обсуждали, что даже наши образы будущего, которые формируются под полным нашим контролем и являются продуктами культуры, продуктами искусства, в частности кинематограф, фантастический кинематограф, они оказываются немножко запаздывающими, хотя и смотрящими вперед, то есть всегда показывают нам некую невозможную реальность будущего, но она уже не может стать нашим будущим, нашим настоящим, поскольку в цифровом мире она будет адаптирована под те запросы массового посетителя, да, скажем так, этого мира, и будет всегда не соответствовать тому, что мы от нее ждем. Мы говорим одно, но масса, он
идет от разных источников, и в частности, те культуры, или даже, так скажем, те локальные идентичности, которые могут быть авторами прекрасных произведений, но если их нет в цифровом мире, или если они там в искаженном виде, мы все будем потреблять через продукт и цифровой культуры, продукт искусственного интеллекта, их как искаженные. Каждый доклад вызывал резонанс, то есть задавались вопросы. Вот, и я думаю, что это все, конечно, не прошло незамеченным и для, в частности, присутствовавших студентов. То есть это был такой практикум живой, который показывал, как, собственно, старшие товарищи работают и каким образом они взаимодействуют друг с другом на интересующие их вопросы. Вот так я, наверное, в действующем законе об объектах культурного наследия. Министерству культуры Российской Федерации, научно-исследовательским и специализированным проектным организациям обратить внимание на необходимость актуализации методологии и методик консервации и музеификации руинированных объектов культурного наследия. Правительству Российской Федерации, Министерству просвещения, Министерству культуры Федерации, Министерству науки и высшего образования обратить внимание на необходимость междисциплинарного подхода в правовом регулировании этнокультурного наследия народов России. Который представил результаты полевых исследований современных сибирских экопоселений и сакральных центров, результаты изучения их своеобразной идентичности. Не меньшая дискуссия развернулась и вокруг моего доклада, представляющего результаты нашей плановой научно-исследовательской работы «Война и музей. Особенности экспозиционной деятельности военно-исторических, военно-морских и военно-патриотических музеев России на современном этапе». Ну, как вы понимаете, главный вопрос – это взаимоотношения так называемой окопной правды и высшей, так сказать, исторической, в данном случае военно-исторической правды. Это проблема адекватности перенесения литературных текстов, посвященных, например, ужасам войны, в зрелищную среду театров и музеев. В докладах музейных практиков затрагивались вопросы исторического и современного развития основных направлений музейной работы. Это доклады Суховой Натальи Александровны, ученого-секретаря музея-заповедника Шушинская, и Стальной Анастасии Викторовны, методиста музея-заповедника Царицына. Два наших, на мой взгляд, так сказать, лучших музея-заповедника. Новые зарубежные музейные практики были представлены в докладах кандидата социологических наук, сотрудника МГУ Прокудиной Дарьи Александровны. Участие в организации такого масштабного мероприятия за высокий уровень и за возможность очного общения, что, конечно, будет способствовать решению тех проблем, да, которые были обозначены уже всеми выступающими здесь представителями наших секций, и будем ждать встреч на следующем конгрессе. Представитель огромного древнего рода, начальник приказа Большого дворца Богдан Матвеевич Хитрово, служивший 3 первым русским царям рода Романовых, сделал один из самых дорогих вкладов в Троице-Сергиеву лавру, подарив Евангелие конца XIV века работы Андрея Рублева. Именно этот факт прежде всего заставляет ученых говорить о присутствии рода Хитрово в деле сохранения культурного наследия. Представители рода Хитрово служили Отечеству на военном поприще и на государственной службе, участвовали в русско-турецких войнах времен Екатерины II и в сражениях в составе антифранцузских коалиций, героически обороняли Севастополь. Василий Николаевич Хитрово был достойным представителем этого славного рода, 12-е колено, 4-й ветви рода Хитрово. Государственный деятель последней трети 19-го, начала 20-го столетия, экономист и финансист, специалист в области генеалогии, известный русский ученый-историк, палестиновед, основатель, член Совета и секретарь Императорского православного палестинского общества, делом жизни которого стали православное просвещение, гуманитарное и международное делание и решение вопросов защиты интересов граждан России на Ближнем Востоке, а также сохранение и популяризация христианского культурного наследия. Вот перечень изданий, которые были выпущены стараниями Василия Николаевича Хитрово, огромный список,
все, естественно, я включила только те издания, которые вышли при его жизни до 1903 года. И, естественно, здесь на слайде, который перед вами, 3 тома, которые, собственно говоря, от начала до конца готовил сам Василий Николаевич Хитрову. Это, безусловно, не такой, казалось бы, не такая большая работа, но если посмотреть внимательно все вступительные статьи к публикациям при его жизни, а это 56 сборников, 56 томов, то мы увидим там и прочитаем там слова благодарности, которые выражены в адрес Василия Николаевича за его поддержку, подмогу, за его труды, потому что он выступал, получив блестящее лицейское образование, возвращаясь к лицею, как палеограф, как кодиколог, как книговед, как архивист совершенно мощнейший, поскольку его учителем и наставником был замечательный русский ученый Сахаров, и он вложил, который читал им историю юриспруденции и палеографию в том числе, и научил их, собственно говоря, работать с памятниками письменности, понимая, так сказать, и оценивая их значение, и, безусловно, занимаясь внешней критикой источника, прежде чем подготовить его к печати. Это мы наблюдали потом и у Порфирия, можем наблюдать у Порфирия Успенского. То есть вот эта школа архивоведения и палеографии, которая складывается в период, когда взрослел, становился Хитрово как ученый, она, безусловно, способствовала взрастанию Хитрово не просто как палестиноведа, не просто как ученого, генеолога и так далее, а еще и как человека, который понимал, как надо подносить и подавать источник, чтобы люди понимали, что перед ними не фальсификат, не подделка, а серьезнейший материал, исследованный серьезнейшими учеными. И вот эти 3 вещи, 3 издания, непосредственно подготовленные, с великолепным анализом кодикологическим и палеографическим, они, безусловно, показывают, насколько глубоким и интереснейшим ученым был Василий Николаевич Хитрово. Эти тексты, эти памятники сохранились и дошли до наших дней, и мы имеем с вами колоссальную возможность, наслаждаясь, собственно говоря, древнерусскими текстами, наслаждаться теми текстами, которые рассказывают нам о Святой Земле, и понимать, в чем смысл Святой Земли для русского православного человека. Спасибо за внимание. Профессиональной палестинской художницы, я позволю себе все-таки остаться в традиции, принятой в русской палестиноведческой науке Халеби, Софии Халеби. И ее судьба является ярким показателем того, какую важную роль, собственно, играло русское присутствие в регионе. Триггером к докладу послужила вот эта книга. Это книга американского профессора истории Лауры Шор «София Халеби в Иерусалиме. Жизнь художника». И интересно, что автор, это довольно большая исследовательская работа, но автор писала, что она ее создавала исключительно на материалах устной истории, поскольку она опросила более 50 респондентов в разных странах мира, которые когда-либо знали Софию, когда-либо с ней встречались. И меня это интересовало только одно. Шор неоднократно указывала, что она, к огромному сожалению, очень мало знает о родителях Софии и вообще вот о ее предках. Она напрямую просто продолжилась. Собрание? Да. В христианской семье где-то? Да, да? Да. Секретный какой-то? Да. Да. Спасибо. Можно я спрошу вас? Вот сейчас выставки в стране идут, доктора Балуи, там есть? Нет. Она, как мне рассказывали, что когда она уже скончалась, то вот этому богатому человеку из Бейрута просто члены арабской православной общины его просто привели и сказали: так срочно купи, иначе все пропадет. Потому что на самом деле вот у ее младшей сестры Азии или Анастасии это была потрясающая по всем описаниям коллекция палестинских вышивок. Она их собирала в тех селах палестинских, которые бомбили в 1948 году. И поэтому там же особенно та часть, которая в районе Тель-Авива, там же в арабских селах была очень необычная традиция палестинских вышивок. И они тогда смогли проехать и собрать.
И у нее коллекция была потрясающая. Вот судьба этой коллекции, она еще более интересна. И, скорее всего, она тоже не существует. Они жили вдвоем. У них в Иерусалиме две сестры. У одной сестры был один этаж, у второй был второй этаж. И вот к Софии на второй этаж вообще никого не допускались. Поэтому что там? Есть ли это? Но то, что это грань российского, русского наследия, это да. Другое дело, что вот просто кажется, что это вот совсем недалеко. Она умерла в 97 году, ей был 91 год. Наверное, в принципе, еще можно было бы найти, но боюсь, что уже нет, потому что за эти годы она как-то ее, ну не то чтобы раскрутили, но она действительно первая, у кого профессиональное образование, и палестинцы о ней знают, в принципе, но про русскую составляющую, увы и ах. Заняться я волей судеб был заброшен в Индию, где собирал наследие Рерихов, и 4 тонны наследия на самолете президента, первого президента и последнего СССР Горбачева мы привезли из Бангалора, из Дели. Ну, маршрут был такой: Бангалор, Дели, Ташкент, Москва. Вот. И я хочу сказать, что, вы знаете, я в Индии был последний раз лет, наверное, 12 назад. Значит, и мне показалось, что там уменьшилась память о русских, а лучше сказать, о советских людях. Значит, и вообще, так сказать, меньше, потому что вот когда я там оказался в конце 80-х годов, то меня потрясло, что там было очень много советского присутствия. Там было очень много советского присутствия и с точки зрения информации. Там это была какая-то запоздалая реакция на полеты в космос. Именно в то время, значит, в том же Бангалоре создавали, сейчас это всемирно известное место, а тогда, вот когда я там был, там только создавали огромный научно-интеллектуальный центр, который был как раз направлен на космическую программу индийскую, которая делалась с помощью советских специалистов. И вот в этом смысле наше присутствие в Индии, я вот видел, что вот наши специалисты работали в Индии, и это была серьезная научная работа, это был обмен культурный, и имя Рериха, которое гремело в России, в Индии никто не знал. Вот когда я об этом приехал и стал рассказывать, меня аж вызвал к себе заместитель министра культуры, который отвечал за международную связь, говорит: как вы можете, как вы смеете, как вы себе позволяете. Ну, в советское время тогда так говорили с простым народом. Он топал на меня ногами, я сказал: вы можете со мной меня расстрелять, но это правда. В Индии, тогда в Индии жил 1 миллиард народа, сейчас 1,5, как вы знаете, значит, не знали, кто такой Рерих. И факт, который был зафиксирован юридически. Значит, когда Рерих решил передать наследие своих родителей, свое наследие он не передал. Он передал наследие родителей. Вот. И мы пришли, такие оделись хорошо. Несколько раз нам откладывали эту встречу. Наконец нас принял генеральный комиссар, значит, Индийского резервного банка. Без разрешения этого банка что-либо вывести, принадлежащее кому-либо, а Рерихи были гражданами Индии, было невозможно. Вот. И когда мы пришли, я важно сказал: вы знаете, господин комиссар, мы вот с письмом Святослава Николаевича Рериха, великого русского художника, индийского художника, и что вот он дарит свои работы, свой архив
все, что принадлежало родителям России. И есть договоренность с президентом значит, СССР и премьер-министром Индии Радживом Ганди. Раджив Ганди вообще на него никак не отреагировал. А на Рериха, по поводу Рериха, да, на Горбачева он отреагировал очень положительно. А по поводу Рериха он сказал: а кто это? Мы вздрогнули и сказали, что ну, это Рерих, это художник, его все знают. Он вызвал всех своих заместителей и стал спрашивать, кто такой Рерих. Ни один из заместителей не смог ему сказать. Наконец один сказал: ну, видимо, гражданин Индии. Да, говорит, вот данные его паспорта. Больше они ничего о нем не знают. Там была Любовь Орлова, черно-белого, первого говорящего кино Индии. Ее любила вся Индия, а этому комиссару было глубоко за 80, под 90. И он, конечно, ее помнил молодой. Он вскочил. Глаза, блин, как? Девика? Вы сегодня видели Девику? Я говорю, да, сегодня. Она здесь. Да, здесь. А этот Рерих ее муж? Ну это меняет дело, сказал. Это все совершенно меняет. Вот. Ну, надо было еще знать, что она была любимой и единственной внучкой Рабиндраната Тагора по прямой линии его. Там у него еще были родственники, но прямой. Поэтому после смерти огромный род Рериха, в том числе и род Кутузовых, прервался по мужской линии, а значит род Рабиндраната Тагора по определенной важной линии тоже прервался. Вот. Короче, я почему рассказал этот интересный случай, это в том, что в Индии, конечно, наших художников, даже которые работали там и всемирно известны, а Рерих всемирно известный художник, не особенно-то знали. Вот. Нам все оформили за 2 часа. Это скорость немыслимая для Индии. Мы там кое-какие документы месяцами оформляли. Тут все было сделано за 2 часа. То есть тут вот никаких вопросов не было. И те великие богатства, которые там были, они, значит, ими очень активно пользовались и наши русские люди, то есть обратный момент. И наши русские люди пользовались, там, поездки на Афон, поездки на Синай, поездки в тот же, значит, Святую Землю, и поездки в сирийские монастыри. Это обогащало и русскую богословскую мысль, и русскую культуру в целом. И это было очень полезно для российской культуры, для русской культуры. Но мне бы хотелось обратить внимание на то, что почему россиян любят на Ближнем Востоке. Ну, вот есть такая расхожая фраза, что вот мы там не воевали и никого не обижали. Не только вопрос отношений. Вопрос отношений. Наши паломники, и это потом и на наших туристов тоже сказалось, да и наши купцы, и вот все люди, и дипломаты, которые там были, они, в принципе, нормально относились к культуре местных народов. Не было, отдельные, конечно, были у нас умники, но таких было все-таки немного. Общее отношение было уважительное, даже когда были конфликтные ситуации, даже когда были тяжелые ситуации, все равно в целом мы относились к народам Ближнего Востока очень положительно и хорошо. Вот. Хотя, я не скрою, было пиратство на море, были разбойники на земле, но, опять же, наши мудрые, значит, люди российские, они претерпевали от разбойников русских на территории Российской империи и Российского царства и понимали, что разбойники есть везде. Это не, так сказать, их не озлобляло в отношении местных народов. Вот.
И вот опять же тот же Даниил, который все это рассказывал, значит, о своей поездке, как раз вот с таким мягким юмором, с очень большой наблюдательностью рассказывал вот о жизни местных людей. И я хочу сказать, что на сегодняшний день арабы, я еще раз повторяю, я вчера об этом говорил, арабы ждут от России помощи, потому что они понимают, что кроме России им никто не поможет. Спасибо. Сказать о том, что вот Юрий Васильевич очень, на мой взгляд, правильно назвал свой доклад. Я вчера как раз обратила внимание на то, что вы назвали его не, так сказать, не поворот к Востоку, как сейчас модно называть, а возвращение к Востоку. Вот евразийский подход к культуре, на мой взгляд, это как раз и есть возвращение к нашему Востоку, понимаете, в том смысле, что наше западничество очевидное, особенно в культурной среде, мы носители с вами, в общем, это, так сказать, из песни слов не выкинешь, мы с вами носители в большинстве случаев, конечно, западной культуры, потому что академическая среда университетская, это, в общем, по определению в каком-то смысле западничество. Но, тем не менее, наша рефлексия по поводу восточной стороны вопроса, да, евразийство это как раз неразделимая две части, она очень важна для нашей академической мысли сейчас. И я считаю, что вот как раз евразийский подход ко многим вопросам, связанным с культурой, с ментальностью нашей, с нашими проявлениями нашего менталитета вот, в наших таких знаковых областях, наша аксиологическая составляющая культуры, она как раз принадлежит к области евразийства, и здесь наконец-то у нас есть возможность посмотреть на нас как на, с точки зрения нашей самости, с точки зрения нашей, так сказать, самостийности. Наши исследования на эту тему, они, конечно, уже долгие, но евразийская философская составляющая, как многим известно, она, конечно, базируется на философии симфонической личности Карсавина. Я сама по этому поводу писала, и эта тема одна из моих самых любимых, потому что она философски фундирована очень глубоко, и она абсолютно такая аутентичная, отдельная, что называется, концепция философская. Это есть гордость нашей отечественной философской мысли, но мы не будем на ней останавливаться детально. Хочу только сказать, что вот Карсавин долго сотрудничал с евразийцами, и он, собственно говоря, и обосновал философскую составляющую евразийской теории. Ну и евразийство, на мой взгляд, это главное качество нашей цивилизации. Геосоциальное не есть синоним геополитического в евразийстве. Евразийство это частный случай, что называется, цивилизационного подхода. Он сужен в нашем случае до своей конкретной области применения, геосоциальной Евразии. Евразийство это принцип даже, который используется при анализе уникальности, аутентичности нашей культуры. Это синоним нашей цивилизации. Евразийство сегодня это закон российской интегративности, основание ее существования. Евразийство сейчас, на мой взгляд, должно трактоваться не только как историко-философский феномен вот, первой трети 20 века или как, так сказать, трактаты уже потом Гумилёва и даже современные. Это именно закон существования и функционирования российской цивилизации. Главное качество и базальный уровень ее ментальности. Представляется, что идейное единение России проходит в плоскости вот этого пространства от идеи всеобщего, как интегрирующей социальной сверхличности, к идее отдельной личности. Это идея Карсавина. Каждая из этих отдельных индивидуальных личностей есть локальное воплощение идеи, объединяющей сверхличность, отражающей в себе главные ее идеальные качества. Это довольно удивительно, если ты не подготовлен к этому, ты входишь в храм и попадаешь, несмотря на, так сказать, объемы этого храма, в довольно маленькое сначала храмовое пространство, очень красиво декорированное, оно посвящено крещению Руси. И оттуда ты можешь подняться на второй этаж и попасть уже в другой храм, который посвящен, ну, собственно говоря, вооруженным силам. Это называется официально Патриарший собор Русской Православной Церкви во имя Вознесения Христова. Ну вот, как раз сейчас мы поговорим с вами вот об этом храмовом пространстве. Можно говорить, вот презентация не получилась, конечно, надо было бы визуализировать то, о чем я говорю, потому что важно не говорить о храме только, и не о значении, уж тем более не, наверное, об идеологической стороне вопроса вот сейчас, потому что это очевидно, сколько о том, как оно оформлено. Интересные плакаты, которые находятся на территории этого храмового пространства. Там интервью выложено с главным архитектором собора Смирновым. И он удивительным образом тоже
пытается в каких-то символических, в символической словесной форме выразить свое состояние в то время, когда он работал над этим храмовым пространством. Это не первый его опыт работы с храмовыми пространствами, и поэтому он успел сделать это со своей группой, большой группой, надо сказать, за 1,5 года. Ну, они работали, конечно, ночами и днями, и они удивительным образом смогли еще свое молодое видение вот этих классических форм вложить в это сакральное пространство. Потому что их не ограничили, оказывается, как он пишет, их не ограничили с точки зрения конвенциональной, об этом я сейчас скажу, и они творили, так сказать, в свободном полете. Это очень важно, наверное, особенно для молодого ищущего такого архитектора, который хотел, конечно, сказать свое, и он сказал. И таким образом, ну, естественно, получилось очень интересно, но получилось интересно вот с евразийской точки зрения вот еще почему. Здесь... Сейчас я скажу немного о теории. Вот оптическое, зрительное, такого рода элементы, они говорят о формирующемся в нашем евразийском пространстве особого такого типа евразийского христианства. Я знаю, что сейчас, так сказать, православные меня могут побить, потому что оно существует только в таком чистом православном виде, но я считаю, что наше светское государство имеет право на то, чтобы, наверное, иметь объекты, которые возвышаются над этим вот именно аспектом, так скажем, христианского бытия и возвышаются и становятся уже не просто русскими, российскими, православными, а становятся уже нашими российскими вот, государственно, так скажем, общего евразийского объединения объектами. И вот это евразийское христианство, в отличие от ортодоксального православия, есть органический, антитетический тип христианства, основанный на понимании личности как ответственного патриотически устроенного субъекта действия, предполагающий все единения христиан и нехристиан в едином священном действии исторического размаха и эпохального патриотического значения. Когда патриотическое становится синонимом сакрального и в этом сакрализованном статусе как минимум обожествляется, канонизируется, символизируется до степени сверхъестественного. Евразийский тип христианства выстраивается здесь таким образом вот, через определенный новый уже канон. Поскольку вот этот храм был посвящен событию Великой Отечественной войны, то, разумеется, как мы знаем, в этом событии грандиозного значения участвовали абсолютно все, кто жил на этом пространстве в тот исторический момент, в тот хронотоп, как сейчас принято после Бахтина, так сказать, говорить. И вот в этом хронотопе существовало, в принципе, в этом эпохальном событии участвовали не только христиане, участвовали и представители других конфессий. Вот это храм выражение этой идеи. И именно православный храм выражение вот этой сверхправославной, если можно так сказать, да, евразийской идеи единения вот в общем храмовом пространстве нехристианских, в том числе, но тоже положивших жизнь за эту идею людей. Вот. Какой-то регион, другой регион, третий регион. Слава Богу, что у нас появилась Якутия, хоть здесь небольшой такой всплеск, потому что на самом деле, наверное, что-то есть общее у всех вот этих процессов, которые связаны и с культурой, и с идентичностью, но все-таки какой-то привкус, какая-то вот эта вот, ну не знаю, некие нюансы, назовем это так, все-таки существует. И хотелось бы, конечно, чтобы это тоже присутствовало. Например, полностью отсутствует вообще какой-либо аспект африканский. Я имею в виду, конечно, не Северную Африку, а вот как бы немножко пониже. А это очень интересно, очень ну, как бы полезно даже для того, чтобы вот узнать. Например, вот, может быть, мало кто знает вот про это великое событие, которое называется Убунту. То есть это вот великое изобретение именно африканского народа, ну не всего, а там в основном экваториально и Южной Африки. Потрясающее. То есть интересные материалы по Юго-Восточной Азии. То есть это, ну, я не знаю, то есть не только Сингапур, который у всех вызывает такие экономические мечтания там, и так далее. А там же есть и много чего еще. То есть
есть есть Лаос, Камбоджа, есть Таиланд, ну ладно, тоже достаточно известный. Ну, даже Индонезия, извините, это тоже колоссально интересный регион, то есть во всех отношениях. Я, например, с удивлением, когда знакомился с этой историей, узнал, что индийские купцы привезли в Индонезию сначала индуизм, все стали индуистами, потом привезли буддизм, все стали буддистами, потом эти же купцы вместе с арабскими купцами привезли ислам, и сейчас что мы имеем? Какая самая многочисленная страна исламистская, то есть ну, с исламом, мусульманская? Индонезия. Это не Саудовская Аравия, не какие-то там Йемены и так далее, ну, даже не Египет, а Индонезия. Вот. Хотя там ислам, конечно, извините меня, очень своеобразный, и очень интересно было вот мне наблюдать, как вот это индонезийское мусульманское население там ездит по Индонезии, и вот они где-то кучкуются в каком-то районе, ну, как экскурсии. Ну, мусульмане совсем другие, ну, совсем другие. Они, да, они там немножко одеты, своеобразные и так далее, но, конечно, ислам немножко другой. Как вообще вот в культуре тоже любопытное явление, это вот разделение ислама на суннизм и этот самый шиизм. Ну, прости, Господи, ну кто бы сказал, ну только ради шутки. Вы посмотрите, как интересно строится концепция. То есть вот эти семитские народы, ну там практически везде это суннизм. А вот иранские народы почему-то сбрыкнули и у себя культивируют шиизм. Я не говорю о том, что вот это как бы кто-то задумал, там еще, ну, оно само складывалось. Мы даже вчера кто-то там рассказывал там, об одном, о другом варианте той или иной культуры, даже национальной. В разных странах существуют какие-то практически полярные культуры. Вот тот же самый шиизм, который сосуществует с суннитами. Казалось бы, мусульмане, братья, а вспомните, сколько было крови пролито между Ираном и Афганистаном. Ну, я имею в виду начинающимся. Вот это Дурани, ну, когда вот все разделы получились, эта кровь текла рекой, братья мусульмане. Организация запрещенных. Да, да, совершенно спасибо. То же самое мы наблюдаем и в других. Это я не хочу сказать, что вот эти какие они звери, а посмотрите, среди христиан, даже одной конфессии, сравните вот эти наши староверы там, и как бы эти, ну, другие. Вот. То есть тоже опять кровь, одна религия, даже по названию была когда-то одна, а вот получилась вот такая штука. То есть, конечно, вот я поэтому говорю, очень сложно, а с другой стороны крайне интересно посмотреть вот на какие-то различия в регионах, по регионам, по народам, по даже, может быть, каким-то конфессиям. Среди татар существуют группы христиан, потому что крещены, вот вроде бы они татары, а они христиане православные. Там, ну и так далее. То есть я просто не хочу в это вдаваться. И вот все вы можете про нее сказать, да никак не сможете. То есть это скажете, это забудете. Поэтому, говорит, нужно не просто культуроведение, а сравнительное культуроведение. И вот в этом смысле очень правильно, потому что мы можем сравнить одну, другую, вот где-то явление там в той, в другой, как это происходит и так далее. Всю ее описывать не надо, а нужно вот, ну, как бы выловить вот эти нюансы, которые расходят или как вот развлекают вот эту культуру. Развлекают в смысле вот, как бы разнообразие. Поэтому вот, как бы интересный момент. Но вернемся к нашим этим самым вот, делам и слово представляем
Тимуру Александровичу. Это современные вызовы идентичности представителей элитарных культур. Исследование эгалитаризма, то есть, ну, если говорить о простом равенстве, да, как с древним старом лозунге французской революции, эгалите, эгалите, фратерните. Вот. Но равенство – это абстрактная категория, так же как справедливость, свобода. А социальные науки, они занимаются исследованием эгалитаризма с точки зрения исследования ценностей и практик. Это довольно конкретные ценности, если интересно, я могу вкратце об этом сказать. И вполне конкретные культурные практики, с помощью которых эти ценности воспроизводятся. Вот. И эгалитаризм – это вот как бы такая вот система социального выравнивания. Не просто равенство, а механизм социального выравнивания. Почему, собственно, мне кажется актуально в целом обращаться к этой теме? Потому что иерархический тип устройств, к которым идут 99% культур на планете, он, в общем, находится, с моей точки зрения, в кризисе некотором. Вот. И опыт немногочисленных, как в абсолютном, так и в относительном выражении эгалитарных культур, он может быть полезен, поскольку это фактически альтернативные сценарии социальной эволюции. В чем фактически состоит вот эгалитарность культуры? Обычно это охотники-собиратели, культура охотников-собирателей. В том, что равенство статуса мужчин, женщин и детей реализуется на практике, и также все, кто входит в сообщество и в культуру в целом, обладают равным для всех доступом к материальным и духовным ценностям своей культуры. В современном мире они испытывают на себе культурную, экономическую, порой и физическую экспансию, как со стороны технологически более развитых и многочисленных соседей, так и со стороны национальных государств, в которые они волей-неволей входят. И в этой ситуации их идентичность оказывается под угрозой растворения социальному и этническому окружению, претерпевает разрушительные экономические и культурные трансформации. А в отдельных случаях это приводит и к прямому физическому насилию. В закладах пойдет речь о трех таких народах, охотников-собирателей. Это Батек в Малайзии, Дзухуанси в Намибии и Мбути, это Демократическая Республика Конго, бывший Заир. Ну вот Мбути относительно многочисленной культуры, их оценивали разные исследователи от 20 до 40 тысяч человек. А остальные, и Дзухуанси, и Батек, это крайне многочисленные народы. Вот, они смогли уйти в лес, но по мере разрастания конфликта, и сейчас тоже идет вторая фаза этого конфликта, вот, дальнейшее уклонение невозможно. И начиная с 2004 примерно года, по нынешний день, уже 20, конголезские повстанцы, они, в общем-то, устроили целую охоту, в общем-то, на Мбути, с резней, там, с геноцидом, насилием и даже с отдельными эпизодами каннибализма. Вот. Ну, собственно говоря, это вот беженцы, видите, вот, я недавно прочел, что сейчас в провинции Тури 1,6 миллиона беженцев в Украине. Таким образом, представители различных эгалитарных культур находятся в разных социальных контекстах. Все они подвергаются воздействию, разрушающим их культурную идентичность. И это грустно, поскольку эгалитаризм, как одна из древнейших социокультурных стратегий человечества, находится сегодня на грани исчезновения. Нет, все. У них есть эти языки, они, конечно, есть сложные языки. И сложные языки зафиксированы, имеют учебники, алфавиты и так далее. Ну, сейчас уже да, уже алфавит. Но не сами же они их сделали. Ну да, бессмысленные языки, конечно. Но вот, например, языки Южной Африки описываются из отечественных исследователей, описывают царствие. У него целый большой труд, посвященный кайсанским языкам. А можно еще вопрос? А скажите, пожалуйста, а какие у них способы разрядки агрессии? Потому что агрессия же все равно присутствует. Вот, например, у Дзухуанси я знаю, что они делают следующим образом. Они формализируют, то есть у них очень формалистически оформлены
все этапы, через которые проходит агрессия. Первый большой этап – это беседа, которая сама делится на несколько этапов. Да? То есть как бы спокойные беседы, неспокойные беседы, высмеивание. Вот. И это очень формальные этапы. То есть как бы человек вообще предупреждает, что он переходит на следующий этап вот этой вот агрессии. И окружающие, поскольку обычно конфликты происходят не в вакууме, да, они происходят внутри группы, вот, они каждый раз имеют возможность вмешаться в этот конфликт. Потом идет, значит, после беседы вот этих вот всех, идет, ну, собственно говоря, физический контакт, если ничего не получилось. Ну, а смертный бой – это когда, собственно, вот охотники, они все обладают летальным оружием, начиная с детского возраста. И мужчины, и женщины, и дети имеют доступ к летальному оружию. Это основная гарантия от гомицида в таких обществах. Это очень хорошо описывает, кстати, Александр Алексеевич Казанков в книге «Агрессия в архаических обществах». Вот то, что у всех есть летальное оружие, это, в общем-то, очень серьезная гарантия. Да, кстати, одинаковое. То есть, Вот как в бы, Соединенных Штатах Америки летальное оружие оно не для всех одинаковое, понимаете? То есть, как бы, а вот этот бушменский револьвер, там, вот этот крошечный лук с отравленной стрелой, его может взять 4-летний ребенок, и здесь как попасть может в кого угодно. Вот. И это тоже работает. Вот. Но самым лучшим образом, как они считают, поскольку они очень мобильны, и они не образуют постоянных групп, это группы всегда на сезон. 3-4 месяца они разошлись. Да, семьи разошлись. Вот. Самый лучший способ – это отправить кого-нибудь в другую группу. То есть кого-то куда-то отправить, да? А драки бывают или? Да, драки бывают. И драки эти зафиксированы. И Ричард Ли, например, Бушмен, фиксировал эти драки и даже делал фотографии, как они там делают с этими мужчинами. Но это довольно смешно, поскольку они это не смешно. А еще один вопрос такой. А при регламентации такой жизни, начиная с детства, какая-нибудь проблема свободы не возникает, как у нас тут везде в западном мире? Дайте нам свободы, дайте нам свободу. Вы знаете, какая штука? Вот насчет свободы очень сложно. Это очень, действительно, очень эгалитарные культуры, вот культуры, когда их называют анархические, они очень регламентированы. То есть там очень много этических. Это культура запретов, по большому счету. То есть это табуирование такое? Да, нет, табуирование не религиозное. Нам еще это не религиозное. Докладчиков. Да, прошу прощения. Вчера во время выступления Сергея Владимировича Степашина, безусловно. И сегодня, я думаю, Сергей Юрьевич на меня не обидится, я буду цитировать и моменты, которые связаны с тем, насколько он как ученый, как культуролог продвигает эти идеи, и они мне близки. И вся становление ученого как личности, не моя, а в целом, она должна состоять из тех открытых линий, которым он не стесняется делиться, и когда можно сказать, в чем особость личности ученого, который живет и работает в нашем Отечестве, и который заставляет думать и о нашей культуре, о нашем обществе, о взаимодействии, да, именно так, как мы хотим, как чувствуем, как видим. В связи с этим уместно, используя название нашего конгресса, прочитать небольшое стихотворение моей однофамилицы Татьяны Ребровой, которая мою жизнь тоже в целом характеризует. Как долго шла к тебе через название забытых книг, и чтобы понять их суть, вникала в то, за что из сострадания, как шпагу бы, я свой крестила путь. Я верила себе. Сама наука твердила, что у меня, как в чернозем, речная верба корни пустит мука всех, кто отпет на языке моем. Вот с этим я, позвольте, и начну свою презентацию. Но очень сложно гуманитарию воспринять традиции подачи материала, наработанной с коллегами, экономистами, но тем не менее я буду говорить о том, что наработано в контексте, значит, экономики,
культуры, да? Поэтому тема называется «Направление научного сотрудничества и особенности культурного обмена России со странами Ближнего Востока, Средиземноморья по материалам современной аналитики». Что это за аналитика? Это прежде всего, мне хотелось бы обозначить здесь для вас те работы, которые уже опубликованы, и в этих работах как раз и обозначены те важные темы, которыми занимаются в России наши ученые, в том числе присутствующие здесь. И там, конечно, весь материал, который будет интересен по ближневосточным странам, они будут обозначены, вы получите. Образование в третий регион. Насколько мне известно, в Арабских Эмиратах, в Дубае в частности, по-моему, уже третий университет открывается. Там питерский присутствовал, а сейчас вот российский университет должен быть, и синергия, насколько мне известно, тоже присутствует. Да, какие-то государственные честные виды синергии нет. Вот у меня в связи с этим вопрос. Вот у американцев есть такая, так сказать, поскольку это элемент их экспансии, да, культурной, всегда, они вообще такая культура экспансии, они везде присутствуют вот такими вот своими огромными, такими важными механизмами влияния, такой мягкой силы. Они везде за большие деньги, как мы знаем, да, открывают университеты, дорого это, но они тем не менее это делают, и где могут только это делают. Огромные фонды, средства тратятся на это. У меня в связи с этим вопрос, как вы считаете, есть ли смысл прямой у государства, у нашего, например, тоже такую же экспансию по подобной схеме сделать, вот именно вот такой мягкой силы университета, не частной, как синергия, которая, может быть, свои основные коммерческие силы преследует, а государственные в различных вот этих странах увеличивать и расширять, чтобы вот эту... Модель американцев нет. А вот по модели нашей, что связано было с тем, что мы вступили в этом году, Объединенные Арабские Эмираты вступили в БРИКС, и у нас есть точки соприкосновения и договоренности, тут да, конечно, другой метод. Спасибо. Свое выступление, потому что работаю сейчас на очень большом историческом материале, и приходится как-то обобщать его и выходить на научные такие какие-то теоретические обобщения. Вот, и сейчас я скажу вкратце, к чему удается прийти. Значит, в своем докладе я собираюсь сопрячь цель своего исследования, а практическая цель – это наша всех, наверное, это достижение социальной гармонии. Не побоюсь обобщить за всех. Вот, значит, и тот путь, по которому я лично иду, и со своими коллегами, а это изучение локальных религиозных общин и конфессиональных общин, как фактор такой стратегии достижения социальной гармонии. Вот. Прежде всего, я представляю Институт востоковедения Российской академии наук в данный момент, и когда был провозглашен вот этот поворот на восток, на самом высоком уровне нашей страны, то, казалось бы, наш институт должен бы оказаться в авангарде. Но в итоге наш институт оказался в положении сложным по двум причинам. Может быть, это парадоксально звучит, но по двум причинам. Во-первых, как правильно сказал вчера в своем пленарном докладе Юрий Васильевич, нашему институту никак не повернуть на восток, поскольку он и так уже шествует по этому направлению всю жизнь по определению. Да? А второе это вот уже серьезное столкновение понятий «Восток» и «глобальный Юг». Потому что есть дихотомия Запад-Восток, известная по стихотворению, например, Редьярда Киплинга, да, и есть современное геополитическое понятие «глобальный Юг». Почему-то нет оппозиционного ему понятия «глобальный Север». Вот. Но под этот глобальный Юг попадают все те страны, которые, если пользоваться методологией межсистемного анализа, то, увы, это периферии, в общем, те, кто не попадают в ядро. Получается, что так. И тогда Институт востоковедения оказывается в очень щекотливой ситуации. Снова отбрасывается на тот уровень ориенталистики, который
который уже так заклеймен. Значит, мы вынуждены, получается, изучать страны этого самого глобального юга, этой периферии. Но это совершенно не так. И большинство наших ученых, к счастью, в нашем институте, не считает, что мы изучаем периферию, а мы изучаем Восток со всеми его красками, со всем его богатством чрезвычайным, и много чего поучительного для себя там находим. Вот тот поворот, который ознаменован на Восток, мы для себя понимаем как поворот во внешней политике, прежде всего. Потому что во внутренней политике нам поворачиваться на Восток в нашей стране никак не удастся, поскольку это часть, Восток – это часть нашей страны. В культурном, демографическом, языковом отношении мы и Восток, и Запад. Вот. И здесь для нас никакой нет дихотомии, ни Азия и Европа, ни Восток и Запад, мы вот такие. Называть это евразистом, не называть это евразистом, это уже дело, как говорится, научных дискуссий. Вот. Что в практическом плане сейчас ученые предлагают в качестве научного сопровождения этого поворота на восток? Ну, я только два примера приведу, они наиболее рельефные в нашем институте. Значит, первое – это та программа, которая была поддержана правительством Российской Федерации, которая осуществляется в нашем институте, которая исходит от Императорского православного палестинского общества и осуществляется при поддержке Министерства образования, высшего образования и науки. Вот, программа очень масштабная и с большой перспективой. В этом году 7 уже научных групп в рамках этой программы заканчивают свою деятельность и отчитываются монографиями. Вот одна из этих групп как раз в нашем институте. Надеемся, что все будет в срок. И по подходе, который я разрабатываю в своих исследованиях, я пытаюсь выходить на системный подход. А что это значит? Это значит, что культуры локальные, религиозные культуры, прежде всего, культуры этих общин конфессиональных, рассматриваю как системы, в которых есть элементы, которые зачастую довольно сложно выделить, между которыми есть взаимосвязи, которые необходимо выявить, и есть позиция наблюдателя, которая для системного подхода обязательна для учитывания. Значит, что касается этих элементов, действительно это довольно сложно бывает вычленить, поскольку они из разных областей. Некоторые элементы относятся к социальной организации, к социальной структуре, некоторые элементы относятся к иерархии, в том числе и сакральной иерархии. Вот. Взаимосвязи я тут придерживаюсь как раз мнения классиков, социальной антропологии, например, Рэдклиффа Брауна или его преемника Эванса Причарда, которые большое внимание очень уделяли на функциям в этих обществах. То есть любое проявление культурное обязательно означает какую-то функциональность для этого общества. Не бывает просто какого-то феномена самого по себе. Он обязательно чему-то служит. Вот это не значит, что следует как-то абсолютизировать эти функции и десакрализировать, так сказать, культуры, а это означает, что не следует просто их упускать. Далее, эти локальные религиозные культуры выступают, представляя сами системы, довольно сложно организованные и требующие внимательного очень изучения. Они сами представляют собой элементы для вышестоящей системы, как системный подход и предполагает. Любая система является элементом системы следующего уровня. Вот. И тут нужно уже смотреть на общество выше рангом. Я приведу примеры некоторые, чтобы как-то раскрасить свое выступление. Вот, один из примеров – это Ливан, да, которым я занимаюсь, Сирия и Ливан, точнее, этот район, потому что многие религиозные общины невозможно разделить по этим государственным границам.
скажем, русская община, она разнесена территориально по месту такое плато, которое называется Хауран. Вот, с одной стороны к нему примыкает горный комплекс вулканический Джебель-Друз, так и называется, это Друзские горы. Значит, это плато упирается одним своим краем в голландские высоты, где находится гора Хермель, Джебель-Шейх, так называемая, где тоже друзы. Значит, если через большой довольно промежуток долины Бека и Ливанских гор находится еще одно ядро друзской общины. Это ливанский такой район Шуф, вот, где друзы проживают в окопах с маронитами, с христианами, униатами. Вот, еще одно ядро друзов – это территория современного Израиля, палестинской территории. Вот, это рядом с Тивериадским озером или Кинер, как называют израильтяне. Вот, значит, таким образом, географически эта община очень сильно расставлена. Социальная община демонстрирует тоже большую дробность, причем интересно, что, как и некоторые другие локальные вот такие конфессиональные общины Ближнего Востока, оно имеет страту посвященных, страту непосвященных. На языке они так и называются: ведущие и неведающие. Неведающие чего? Неведающие буквально того, во что они верят, потому что это тайна. От них, от непосвященных, от друзов непосвященных, таковы скрыты основы веры. Им навык уникальный совершенно. Любимая игра или состязание любимое – это прыжки в длину с места. Значит, когда даже в горах, ладно, там где-то на побережье я видел, как соревновались парни между собой, где мягко, где песок, но в горах, где каменистая и вот эта острая порога, прыгают, я не знаю, с каким животным только это назвать можно. Пластик удивительный совершенно, прыгают на такую длину с места. Ну, совершенно как-то поразительно абсолютно. Вот. Много что изменилось, особенно в облике женщин. Сейчас, конечно, это закрытая абсолютно одежда. На побережье темного цвета, конечно, такие абайи и даже никабы. Вот. А в горах тоже закрытые, но, правда, сохраняют вид прежней одежды, очень цветистый, похожий на такие на индийские сари. Мы привозили для Музея Востока специальный экземпляр. По секрету, шейх у нас в номере там мерил, значит, женскую одежду, только говорит: вы никому не говорите, что я надевал женское платье. Да. Ему надо было показать, как оно завязано. Очень сложный по форме такой отрез, скроен довольно сложно. И заматывается, мне очень напомнил сари, у которой было уже там 4 или 5 детей. Что-то ему муж не устроил. В общем, она его отправила. Вот. Ну а как вот, это же женщина с детьми, вот как же ей пропитать всю эту семью? Никаких проблем. В общем, она вполне себе самостоятельная, зажиточная, там тут у нее стадо. Да, что касается овец, это без счета совершенно, они не считаются. Ну, козы вообще это уличные животные. Овцы без счета, да, вот корова, да, это очень редкая вещь. Вот, верблюд, тем более. Значит, ну вот женщина зажиточная. И она без проблем очень быстро нашла себе, в общем, пару, никаких проблем не было, и она ничуть не сомневалась. Вот. Ну и фольклор тоже фиксирует такие же вещи. Это не матриархат, это какое-то особое совершенно положение женщины. Оно далекое от нашего противопоставления, опять же, очень искусственного, вот это маскулинность, фемининность, вот эта вся вот эта вот какая-то странная конструкция, кто кого, да, соперничество. Соперничество между полами там как бы нет. Там есть разделение ответственности, социальной ответственности, культурной ответственности. Одним словом, возвращаясь к социальной гармонии, если мы хотим избавиться наконец-то от высокомерия, совершенно неуместного белого, так сказать, человека, наследия колониализма,
Если мы хотим понять лучше нас самих, я имею в виду наши восточные территории, северные территории, если мы хотим выстраивать отношения с теми, кто нас до сих пор любит, еще за Советский Союз, а таких очень много, и в Йемене, особенно в Южном, конечно, но и в Северном тоже почему-то, и, разумеется, и в Восточном Средиземноморье, вообще в Арабском Машрике, то вот это честное, беспристрастное такое изучение локальных культур, я бы сказал, религиозных общин, прежде всего, потому что они являются квинтэссенцией, наверное, культурной самобытности, просто для нас насущно необходимо. Спасибо вам большое. Можно сказать, опрокинул, потому что я думал, что опять начнется это мутата, Ближний Восток, Ближний Восток. Ну, я понимаю, что это очень широко, но вот как раз сокатрийский вот этот элемент, он оказался очень позитивным. Очень позитивным, хотя это тоже связано и с Ближним Востоком, тем более, что там, ну, сложные вот этногенетические какие-то связи, там это все, культурные там тоже, потому что Сопотра, она вообще всегда отличался каким-то своим кусочком истории и культуры. Вот. И особенно, конечно, приятно вот это вот африканско-юго-восточно-азиатское включение, потому что на самом деле я недаром сказал, что мы недооцениваем вот этого опыта африканского континента, потому что там колоссальный и очень интересный опыт для того, чтобы вообще понять, зачем живет человек, ради чего. Просто вот одна такая маленькая затравочка, то, что вот это вот человеческое, оно понимается всеми по-разному. Вот. И, соответственно, вот вся мотивация жизни, зачем живет, ради новой модели айфона или ради там какого-нибудь нового прикола в ухе. Ну, я не знаю, это я говорю условно. Во всяком случае, вот мне кажется, стоит, вот, по крайней мере, на будущее, вот, ну, для вот таких вот больших собраний, конечно, приглашать людей, ну, обладающих несколько иные хотя бы регионы. Вот. То есть, включая Африку и вот Азию гораздо шире. Потому что, ну, вообще фактически отсутствует что-то такое китайское. То есть, а там это вообще целый континент. Чрезвычайно интересный. И с точки зрения адаптации к жизни и так далее. И тому подобное. Я не говорю про философию, это вообще тема такая бесконечная. Вот. В любом случае, вот, большое спасибо, потому что даже, извините, ближневосточная тема, она тоже звучит совершенно по-другому. Вот когда ее слушаешь в таком вот, ну, можно сказать, в камерном исполнении. Хорошо разработано, это другой вопрос. Но даже вот материально, когда вот она представляет просто материал отдельный, художественный, не художественный, неважно, он сам по себе уже привлекательный, потому что он дает возможность обобщить их во что-то другое и представить себе саму перспективу существования человека, ну, человечества. Вот. Мир, дружба, жвачка, там еще что-то такое. Вот, потому что вот я как раз, спасибо, что уловили вот эту вот одну из моих вот, как бы, этих идей, вот то, что переживание комплекса белого человека. То есть оно, знаете, самое страшное, что оно имеет обратную сторону. Вот это я хотел сказать, потому что когда мы возвращаемся на Восток, если мы не изживем в себе вот этот комплекс белого человека, то есть мы представляем других людей не просто вот как бы равными себе, то есть это тоже, в общем, высокомерная позиция, а они люди. И все. Что у них там, как они живут, какие у них особенности. Конечно, надо это знать. Но не надо сопоставлять вот в этом аспекте. Вот это хуже, это лучше.
Вот, а не дикари. Я вообще считаю, что это дикое как бы, представление, что сейчас, в 21 веке, существуют дикари. Или какие-то люди примитивные. Если они не пользуются там айфоном последней модели, ничего ни о чем не говорит. Я знаю людей, причем даже вполне признанных ученых там, и так далее и тому подобное, которые пользуются айфоном. Но они пользуются им примерно как ребенок 2 лет играет вот какой-нибудь там высокой технологии. То есть без культурного изменения, скажем так. Вот, поэтому я всем хочу сказать спасибо, потому что я получил большое удовольствие. Благо, что мы все-таки представлены как институт востоковедения, и, наверное, уже складывается впечатление, что это все-таки не совсем плохая идея. Коллеги и товарищи, а поскольку мы занимаемся примерно одним и тем же, то, конечно же, лучше находиться в дружеских отношениях. Вчера мы обозначили только кое-какие темы, на которые мы можем поговорить, о том, о сём. Очень интересно было, конечно, послушать людей, что они вынесли из своего опыта исследований и так далее. И поэтому мы решили запустить вот этот конвейер просто по алфавиту, то есть как идут в наших опубликованных тезисах. Смысл в этом большой, потому что вот эта мозаичность, она отражает сложность вот этой проблемы. Я вчера, конечно, не смог донести до вас вот всю как бы сложность и полноту вот этого проблемного как бы блока, но в то же время вот я обращаю ваше внимание, что исследования у нас, конечно, ведутся и очень интересные, может быть, даже очень важные, но нам нужно посмотреть, вот как мне кажется, как я вчера намекал, не только на этих людей, наших как бы контрагентов, но и на самих себя. Потому что здесь очень важный момент, я не проговорил его целиком и полностью, но мне кажется, это очень важно. Потому что когда мы страдаем неким таким вот, превращенным комплексом белого человека, то есть, в общем, в каком-то смысле некоторой неполноценностью, и пытаемся все время кому-то, ясно, в общем, примерно кому, то есть всем доказать, что вот мы такие, Вы знаете, возьмите любого человека из любого там народа, вы найдете там столько интересного, столько значительного, а может быть, по нашему непониманию, грандиозного масштаба, идеи, там, события и какие-то достижения. Вот. Но в то же время, конечно, нужно сейчас, сколько у нас ситуация такая, я бы сказал, немножко плачевная, вернуться, почему я даже провокативно назвал тему своего выступления вчера, возвращение на восток. Можно будет подумать, что мы уходили. Да, временно отошли. Отошли со своим вниманием, своим как бы вот этим напором. Это да. Но в то же время что-то и осталось. Опять же, я вот напомню, вот я в Вьетнаме встретил людей, которые еще помнят советское прошлое, когда они учились в СССР там, и так далее. Вы знаете, это настолько тепло, как будто встретил своего родного человека. То есть человеку до сих пор несет в себе, хотя уже прошло сколько лет, он уже и там ничего не видел, ничего, может быть, и не помнит так конкретно и живо, но у него все равно сохранилось хоть какие-то кусочки этой памяти. Поэтому, конечно, вот эта самая штука должна, я имею в виду возвращение на восток,
оно должно быть не столько каким-то прагматическим, там в обход каких-то усложнений и санкций, получить то, от чего мы сейчас отлучены. Это всем известно. То есть в Иране, например, существуют вот эти каталоги там какие-то и так далее, западные. Все, кто хочет, может заказать все, что хочешь, в любой точке мира. И это придет, то есть достанут. То же самое удивительно, конечно, но зарубежные автомобили поступают к нам из дружественной Грузии, с которой у нас даже нет дипломатических отношений сейчас, по факту. А вот так вот мы это получаем. Понимаете, надо, конечно, просто взвесить эту ситуацию и понять, что каждая страна, каждый народ это некоторый эксперимент, так условно, по выживаемости в этом мире, как способен человек себя презентировать, как он может себя представить в нашей современной жизни. Не уровень технических достижений, это хорошо, но это не единственное, потому что, как мне часто там упрекают про чукчей, особенно Варламов, есть такой журналист, путешественник, что смотрите-ка, на Чукотке нету триумфальных ворот. Как это так? Какие дикари? А зачем они нужны? Как раз наоборот, когда гуляешь по тундре, этот простор, этот объем, им не надышишься, им не начувствуешься. То есть я бегал, причем бегается там легко, хотя разреженный воздух, но время от времени я просто падал в мох и лежал, потому что это было чудо, дышать этим. Это я так к слову, а во всяком случае мы можем приступить к нашему такому, скажем так, пересмотру, хотя это на самом деле, может быть, если не актуально, пересмотру нашей позиции и позиции тех или иных стран, государств, народов и так далее, чтобы посмотреть, насколько возможно это возвращение, насколько мы можем прикоснуться к этой, по сути, великой же, каждый отдельно и все вместе великой культуре человечества. И не бежать от них там куда-то, не просто получить лишний какой-то чип или там еще что-то такое на халяву или там еще как-то. А самое главное, что надо сблизиться с человеческой мыслью, с тем, куда идет человек. Стоит ли ему менять гаджет модный каждый год или раз в полгода, то есть выбрать эту цифру для каждого очень важно. Поэтому давайте попытаемся посмотреть на свои проблемы, которые мы изучаем, и немножечко вообразить себе ту ситуацию, той мозаики международных отношений, которые существуют в мире. Потому что я подчеркиваю, мы часто забываем и не обращаем на это внимания, мы говорим международные отношения. Понимаете, народные, международные. Они не отношения межгосударственные. Они могут это включать, но они международные. Надо впитать это все, надо понять, в каком состоянии находится тот или иной народ, особенно то, что мы чем занимаемся, Востоком, хотя само понятие это зыбкое, не очень ровное, но тем не менее попробуем посмотреть на это. Тем более, что эта традиция не только наша, востоковедение существует не только в России, поэтому надо к этому тоже отнестись правильно. И первым докладчиком, мы предлагаем занять место